Друзья, привет! Сегодня у нас новый день, новый интересный обзор на машину. И начинаем мы сегодня с Honda Odyssey. Honda Odyssey 2004 года. Пробег 65 тысяч километров. Оценка 4,5 Б. Насколько помню, может быть А может быть и Б. Но не суть, 4,5 это уже много, это уже хорошо. В отличном состоянии на самом деле, ну за исключением колеса. Наверняка кто-то видел эту машину, она продавалась. Комплектация Absolute, очень хорошая, жирная. Ну, вот тут колоночки даже у нас стоят, если хотите заметить, да. Продавалась она в Абхазии за 300 тысяч. И, собственно, у нее нет косяков, тачка в идеале, за исключением того, что у нее колесо. Колесо у нее там было, отсутствовало, скажем так, на запаске оно. Вот, резину нужно поменять. Машинка в идеале, 300 тысяч. Единственный косяк только в том, что вот колесо, докатка. Резина лежит в багажнике. Диск целый, просто поменяем клиенту нашему колесо, и все будет у него хорошо. Вот такой вот внешний вид она имеет. Кстати, обратите внимание на состояние резины самой. Она в очень хорошем состоянии. Диск в очень хорошем состоянии. Ну, в общем, мы этот момент решим, утрясем. Все будут довольны. Оп. Такой внешний вид сзади. Odyssey очень крутой аппарат. Моя любимая фраза. 18 диски очень хорошие. Ну, видно, что вот я так посмотрел. Все ровненькое, все чистенькое, прямое. Никаких косяков нету. И просто помыть машинку, и то, в принципе, так, слегка. Все, и поехал. Добрый путь. Здесь все чисто, аккуратно. Сидушки целые. У Одиссеев, кстати, бывает болячка, у них трескается водительское сиденье. Ну, там видно, ну, все целое. Видно, что чуть подизношена, да, правая часть, вот в отличие от левой. Но, тем не менее, все цело. Вот. Такой вот внешний вид. Сзади можно регулировать кондиционер, печку. Даже для третьего ряда пассажиров тоже присутствует воздуходувы. Ну, то есть он семиместный. Сзади 2 места. А на втором ряду 3, соответственно, и спереди 2. Вот. И отсутствует кардан, отсутствует вот эта вот хрень, которая мешает ходить по салону. То есть вот этот подлокотник его также можно убрать из заднего ряда, перейти вперед. Сейчас покажу. Кстати, Odyssey очень дешевый. Но вот этот 300 вышел, потому что у него оценка 4,5. Вот. А если закрыть глаза на какие-то косячки, ну вот, допустим, у нас переходил Odyssey там за 250, но у него была сидушка здесь вот потресканная, да, как бы, ну, думаю, не критично совершенно на самом деле. То есть все это можно вылечить, не страшно, а все остальное сделано по уму. Сейчас еще спереди покажу. Красавчик. Тихо работает так. Прогрелся и все тихо-тихо, прям потихонечку. 2.4 Odyssey. Absolute комплектация. Имеет 200 сил. Имеет 200 сил, и вполне ему их хватает. Оп. 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 Вот такой вот красавчик. Что, пойдем дальше? Далее у нас Ipsum, Toyota Ipsum. Можно сказать, что это прямой конкурент Odyssey, потому что это такой же универсал. Он и не автобус, и в то же время, ну, не седановский, да, то есть он чуть повыше, выше в плане кузова, чем Outback, предыдущий Subaru, который был. Ну, вот очень похож, в общем, на Odyssey. Видите, также здесь нету никаких заградителей, никаких барьеров. Подобный подлокотник, который также убирается, где-то эта кнопка, не знаю, вот она, вот так раз, можно убрать и пройти назад. Здесь сиденье сложено, сейчас вот так вот можно это поставить,
Вот у нас второй ряд, он просто пододвинут вперед. Ну и сзади у нас вот такой вот огроменный багажник. То есть можно что-то положить. Также получается 7 мест. Сзади еще 2 сиденья, они сложены. Да, потом еще 3, итого 7. То есть 7-местный универсал. Такой же вместительный, как Одиссей. Ну, мое мнение, что Toyota будет, может быть, чуть-чуть более такая, менее привередливая, чем Honda. Меньше потребует внимания, но она, честно, скучнее. Вот, по моему мнению, она немножечко более скучная. Одиссей, я понимаю, что там плюс-минус почти то же самое, но как-то в Одиссее сидишь, там прям вот такая картинка интересная, красивая, все так много-много всего такого, как бы глаз больше радуется. Здесь более спартанский такой вид, но Toyota, по мне, она более все-таки практичная машина в плане обслуживания, запчастей и всего остального. Вот, сейчас я вам ее снаружи покажу. Ну вот, смотрите, снаружи вот так она выглядит. Немножко приперто здесь все. Места мало. Можно открыть багажник. Смотрите. Ай, закрыто. Сейчас я открою. Вот такой большой. Но видите, он Одиссей все-таки круче смотрится. Вот мое мнение. Просто мое такое, знаете, мнение и все. Я понимаю, что я могу быть не прав. Я понимаю, что о вкусах не спорят. Мне кажется, Одиссей красивее. Вот такой багажник. Сидушки, если что, вот так вот ставим. Оп. И вот образовывается у нас такие крючочки тянем. Оп. Образовался третий ряд. Образовался. Собственно, и здесь вот сидят люди. Залазят они не через багажник, а через заднюю дверь. Вот, собственно, вот так вот. Багажник стал очень маленьким. Такая машина. Дальше у нас Subaru Outback. Это такой некий симбиоз Subaru Legacy в кузове универсал, можно так сказать, да? Outback. Вот такой, очень похожий на Legacy. Да, вообще я скажу, все Subaru очень похожи. Вот что Impreza, Legacy, Forester, Outback. Они все по салону точно одинаковые. Здесь такой вот багажничек интересный. Достаточно большой, кстати. Вот реально. Какие-то дела вам на машине надо, возить, что-то там, таскать. Отличный вариант, потому что очень у него большой клиренс у этой машины. Посмотрите, как бы, ну, нормально на самом деле. Вот так вот сейчас делаю, вот моя нога почти по коленку. Ну, не по коленку, конечно, ну, сантиметров тут, блин, ну, 30, наверное, есть. Даже больше, какой, сантиметров 35-40, я думаю. Очень высокий клиренс у этой машины. Салон просторный достаточно по сравнению с тем же Форестером. У Форестера, я не знаю, как, почему, для чего это сделали. Блин, да что все закрыто. У Форестера как бы сзади места вообще нету. То есть, а тут я вот сейчас за собой сяду, и мне вполне, ну, если так я буду сидеть, я, конечно, так не сижу. То есть, вот я сел, и вполне мне комфортно. Вот такой салон этой машины. Под кожу, кстати. Ценник такой интересной машины где-то в районе до 300 ее можно взять. До 300 плюс-минус подобную. Полный привод, 2 литра, 170 сил. Как бы большой багажник. Ну, и задние сидушки, да, складываются, ну, естественно, складываются. То есть очень много места по факту. Сзади можно много что погрузить. Такая объемная машина. Давайте откроем капот, посмотрим, мне интересно. Ну, в принципе, я полагаю, что там все то же самое. Кстати, вот такие наклеечки были на моей машине. То есть это о замене ремня или масла, или еще чего-то. Ну, это нужно переводить. Очень часто они встречаются. Это говорит о том, что на машине что? Все хорошо. 3 литра? Не 2? Ну, в целом все то же самое. Вот Subaru, они все одинаковые, реально. Все одинаковое, все то же самое. Все на своих же местах стоит.
У Toyota, если как-то отличается, здесь все вообще одинаково. У Nissan похоже, здесь вообще вот одно и то же все. Совершенно. Ну, единственное исключением то, что объем мотора только меняется и лошадиные силы. У Subaru вообще, блин, на 2-литровом моторе может быть и 100 сил, а может быть и меньше, а может быть и 200. Вообще, как они это делают, хер его знает. Сумасшедшая позиция. Вот. А машина в целом классная, большая, с офигенным клиренсом, с доступным ценником. Поехали дальше. Ну что, продолжаем. Дальше у нас Skyline. 36-й кузов, седан. Такой вот аппаратец с лючком, с лючком. Люк есть на крыше у него. Есть у него под капотом мотор. Здесь все чисто, аккуратно. Обратите внимание, даже цвет охлаждайки. Чистая, розовая. Под капотом все очень чисто, аккуратно. Ни грязи, ни пыли. Ну, чуть-чуть есть, но никаких масляных подтеков. Ремень целый. Ладно, ребята. На самом деле, охеренное состояние техническое у машины. Оп. Теперь заглянем внутрь. Посмотрим. Закрылась. Пробег 126. Все четко. Ну, собственно, как и все Скайлайны, все стандартненько. А вот, кстати, AUX. Вот, просто включается режим видео, я так понимаю, или ТВ, что-то подобное. Ну и, соответственно, музыку можно раздавать с телефона. Салон сзади. А вот и люк. Да, с люком, конечно, машина смотрится гораздо интереснее. Такой вот светленький салончик у нас. Кожаный. Посмотрим, что тут за багажник. Где у нас кнопочка? Вот она, кнопочка. Багажник открывается с кнопочки в Skyline. Хороший багажник. Вообще Skyline тачка охеренная. В том плане, что она чуть легче, чем Fuga. Ну и соответственно что? А мотор у нее такой же мощный. Соответственно что? Соответственно тачка это валит как тварь. Гораздо интереснее, чем Fuga валит. Ну не гораздо, может быть, но поинтереснее на самом деле, ребятки, валит. Очень многие отзываются о том, что Skyline валит. И это факт. Понятно? Понятно. Дальше у нас Fuga. Fuga, сделанная под Infiniti M37S. На самом деле это Fuga второго поколения. Не открывается. Не открывается. А что ты не открываешься? А?